Tästä katsaan kvartmaariva metkyy. Isämillä on kun jätsi nohsit jo luri olsdaat. Suha bari yhteydessä. Täällä mulla. Täällä mulla. Jäät ja yhdessä ajoin. Lama duit hagul da suzuki tuoba kudel. Бях мы был остался прямо самое. 90. Да, мула, что сюда вот. Вы откуда? Поезда дыра, потихонечку, на берегу реки, знаете. На берегу реки? Не на берегу, а в ущелье реки Аргун. Селение зоны. На окраине селения. Селение, в принципе, селение зона. Ущелье, да? В зонах. Зоны обнаружены. Шатойского района. Обнаружены остатки стратегической ракеты. Воздух. Кема, что ж? Вон, Миша, вон. Да, вязденок бойца, отводы кидает. Это две ракеты он пустил. Отводящий, ешь, блок даем, короткий. Хороший, пороховые двигатели. Давай, туда я здесь. А когда она упала? Когда устала? Вчера где-то во второй половине дня, да? Во второй половине дня вчера, к 3 часам где-то так. По рассказам очевидцев, местных жителей. 28-го. Как вы думаете, это был преднамеренный пуск в это место или это просто... Преднамеренный пуск. Ракеты без преднамеренного пуска сами по себе не летают, они не живые. в это место. Или это нужно спросить тех, кого пустил. Я думаю, что преднамеренный пуск. А что здесь находится в этой местности? Стратегические базы чеченских войск? Абсолютно здесь стратегической базы чеченских войск нет. Здесь мирные жители, горное селение, горный район. Никаких стратегических объектов здесь нет. Я думаю, это пристрелочный пуск. Пристрелочный пуск. Видимо, надо ожидать что-то более серьезное, поскольку данная ракета является носителем ядерной боеголовки. Вы можете как-то объяснить, почему она именно сюда упала? Или как вы можете? Нет, я не могу это объяснить. Это нужно спросить тех, кто пустил. И у меня нет объяснения на это. Единственное, что я могу пояснить, если бы удар пришелся по центру села данного, от этого села мало что осталось, потому что по своей мощности эта ракета очень мощная, и пуск производится не с воздушных, а стационарный с земли пуск, земля-земля, от 1000 до 3-4 тысяч километров расстояния. Тактическая ракета. Как вы думаете, это связано с тем, что русские войска собираются в ближайшие дни наступать на Грозный? Все это взаимосвязано. И здесь, и там, по всей республике. Вот вы видели, сейчас пролетает штурмовая авиация российских войск. Бомбят, утюжат ракетами, бомбами, тяжелой артиллерией. Кстати, в Грозном они применяют установки, самоходные артиллерийские установки 152-миллиметровые. Это тоже предназначены для применения специальных снарядов с ядерной начинкой. Скажите, а за последние сутки как изменилась фронтовая обстановка вокруг Грозного? Идут тяжелые бои. В каких местах? Ну, в 3-4 направлениях. В 3-4 направлениях. Вы можете назвать? Могу. Ханкальское направление, Карпинское направление, Алхан-Юртовское направление.
потери можете оценить за последние сутки? Потери как с одной, так и с другой стороны, особенно с российской стороны, высокие. Вчера, в частности, в Ханкальском направлении российские войска потеряли 6 танков, около 10 бронетранспортеров. Численность потери личного состава трудно сказать, это они должны дать данные. С нашей стороны потерян в этом направлении бронеединица ни одна не потеряна. В направлении Алхан-Юрта 1 танк, 1 БТР с нашей стороны потери есть. Людские жертвы большие, больше, чем на фронте, в частности в городе, в селах от воздушной бомбардировки. Ельцин заявил, что воздушные бомбардировки, ракетно-бомбовые удары по городу Грозному и селам наноситься не будут. Поверив ему, эвакуацию населения прекратили, но, как вы знаете, в детские дома, школы, интернаты попали бомбы, ракеты, есть жертвы. За последнюю ночь в самом Грозном были бомбардировки или Были. только ракетные удары? Бомбовые, ракетно-бомбовые удары. Меня интересует именно бомбовые. Вы как военный Бомбовые удары от штурмовиков, от штурмовой авиации российских войск наносились всю прошедшую и предыдущую ночь. Вы можете назвать конкретные места, куда попали за последнюю ночь и вот сегодняшнее утро? Могу. Значит, в основном юго-западное направление. Не на участках боев, а в тылу наших войск, в принципе. Спасибо. Еще скажите на камеру, кто вы по должности? Полковник Арсанукаев, военный комендант Чеченской Республики Ичкерия. Складываются. Здесь для технического персонала обслуживания ракеты написано без... Ну вот эти надписи все без ключа не включать. Ключ номер D9-9-102-70. Направление складывания стрелкой указано. То есть это принадлежность российских вооруженных сил, то есть ракетных войск. Вы можете точно назвать тип этой ракеты, военное название? Значит, тип этой ракеты — это стратегическая ракета класса Земля-Земля, являющаяся носителем ядерной боеголовки. В данной ситуации не было, естественно. В данной ситуации, естественно, ядерной боеголовки здесь, видимо, не было, но что там, чем начинена была боевая часть, нам еще предстоит обследовать местность падения. Мы сюда пришлем химиков, посмотрим, что в чем сейчас пока сказать трудно. В войну с Чеченской Республикой уже вступили ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации. Вы это видите сами. Радиус полета данной ракеты, радиус нанесения ударов данными видами ракет от 1000 километров до 3000. Значит, можно сказать, что пусковая установка находится вне пределов Чечни? Естественно, в глубоком тылу, в глубинке России, Российской Федерации, из глубинки запущена данная ракета. Похоже на то, что это ракета. Управляемая ракета, да? Вот здесь номера свидетельствуют о том, что это производство России. Скажите, а что вы думаете, что это может быть? Значит, это либо вспомогательный вот, подвод топлива под высоким давлением, два патрубка. Здесь где-то форсунка должна быть. Сам этот А это не бомба, не взорвется сейчас? Нет, это не бомба, это двигатель, турбинный двигатель вспомогательного запуска либо ракеты, либо самолета. Остальные части разыскиваются. Там лежит часть пилотирования пилота, видимо. А пилота не нашли, да? А? Пилота не нашли? Пилота пока не нашли. Там еще туда глубже в пропасть надо спускаться. Есть еще части. Надо спуститься и определить дальше, что это. Но сам факт, что горные села бомбятся, атакуются с воздуха, сам факт есть.
99. Да, младший, это дал. Вы отсюда? Хане была. Лонда. Чего? На берегу реки. Не на берегу, а в ущелье. Шатой. Вон еще два. Вон там еще один.